На повестке дня 14 вопросов, но прежде минута молчания в память о погибших в результате террористических актов в Севастополе и Дагестане. Ряд вопросов сегодня связаны с внесением изменений в региональный закон, а также отчет руководителей ведомств, министерств и организаций о проделанной работе и задачах на текущий год. За прошлый год Ингушским УФАС России было возбуждено 54 дела о нарушении антимонопольного законодательства и выдано 41 предупреждений о прекращении действий или бездействия, которые содержат признаки нарушения положений закона о защите конкуренции. Эти и другие данные прямо сейчас приводит в своем докладе руководитель управления Федеральной антимонопольной службы Ингушетии Батыр Тачиев. Закон о государственных муниципальных закупках, реклама и многое другое. В прошлом году, если пробежаться, то по 10 статье, это запрет на злоупотребление доминирующим положением, это в отношении монополистов и субъектов, которые занимают доминирующее положение, это 35 и более процентов на рынке, вводятся определенные правила. То есть они не имеют права говорить кому-либо, я с тобой договор заключу, либо не заключу и так далее. В основном для них установлены определенные тарифы и так далее. Поэтому в этой части бывает злоупотребление. Руководитель Ингушского УФАС в дополнении к изложенному отметил, было возбуждено 32 дела по статье 17 Закона о защите конкуренции, 24 из которых в отношении органов публично-правовых образований и учреждений. В сфере рекламного законодательства рассмотрено 10 дел. Поступило 102 жалобы на действия заказчиков при закупках товаров, работ и услуг, которые также не остались без внимания со стороны надзорного ведомства, а также предложения о внесении изменения в закон о приватизации республики в основном для борьбы с коррупцией. В прошлом году были возбуждены дела в отношении МКУ ЖКХ «Мэгаз», ООО «Экосистема», МУП «Малгобек Водоканал», «Газпром», «Гарова Назрань», ПАО «Россеть», «Северный Кавказ». По результатам рассмотрения по всем делам были выданы предписания, некоторые из них обжалуются в суде, находятся в судах, а также наложены административные взыскания. По картельному сговору нами было завершено расследование, которое длилось 2,5 года. Это самый крупный картельный сговор в мире на торгах был раскрыт нами. Одно только решение было на 1046 листах. Верховный суд нашего, в прошлом году это завершилось, Верховный суд Российской Федерации поддержал нашу позицию. Эти компании были оштрафованы. Всего торгов было 9 тысяч аукционов на 7 миллиардов рублей. Работа УФАС в принципе тяжела тем, что трудно доказать на суде факт нарушения тем или иным лицом антимонопольного законодательства. Требуется невероятно большая доказательная база, поэтому расследование тянется месяцами. Сговор на электронных торгах выявить легко, а вот, к примеру, предпринимателей, завышающих цен на продукты питания, не так просто. Механизмы воздействия на них у ведомства ограничены. В связи с этим от Батыра Тачиева прозвучали ряд предложений внести в законодательную базу некоторые изменения. Вице-спикер парламента Аза Хашиева и другие парламентарии интересовались регулированием цен на тарифы ЖКХ на поставляемую в регион продукцию и ведется ли контроль за деятельностью маркетплейса в Ингушетии. В этом году принят закон о цифровом контроле цифровых рынков, так и называется, о государственном контроле цифровых рынков, извините. Этот закон принят, это 10-я статья дополнена Законом о защите конкуренции. Контроль, надзор за ним ведет антимонопольный орган. Председатель Народного собрания Магомед Тумгоев отметил профессионализм ингушского УФАСа. Ведомство пресекает теневой доход и возвращает средства в бюджет. Далее слово дали исполняющему обязанности директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Рамазану Таршхоеву. Свой доклад начал с обсуждения консолидации электросетевого имущества и какие меры предпринимаются для бесперебойного энергоснабжения в последнее время. Депутатов Народного собрания интересует, что предпринимает организация с бесхозными электросетями и как уведомляется население об изменениях тарифа на энергопотребление. Основной вопрос – это разрозненное имущество, которое находится на территории Республики Ингушетия. Значит, если взять образно 100%, имущество филиала составляет около 40%. Все остальное имущество – это муниципалитет, мини-имущество, иные собственники, такие как Энергоинвест, который умудрился оформить 616 объектов. И бесхозяйного имущества, которое в республике насчитывается порядка 1000 объектов. По этим бесхозяйным имуществам проводилось неоднократно совещание с участием главы республики, на котором протокольно было определено
России Северный Кавказ как организация, которая будет оформлять это имущество на себя. Рамазан Ташхоев озвучил и проблемные вопросы, среди которых систематическая неоплата предприятиями и организациями ЖКХ, муниципального образования и потребителями частного сектора, отсутствие права собственности участников, а также отсутствие заключенных договоров с управляющими компаниями и ТСЖ на обслуживание многоквартирных домов. Адам Мережков, Сулейман Костоев, МАГАЗ 24.